пожалуйста, насколько вот те татары, которые живут в Крыму, подвержены влиянию Меджлиса? Может быть, запуганы или занимают выжидательную позицию? Ну, отвечу вам так, да. То есть я же сказал, наш народ стал более раскрепощенно себя чувствовать. На самом деле, чтобы вы понимали, Меджлисом ведется мониторинг в первую очередь в соцсетях. Да, тех крымских татар, они пытались этот мониторинг вести и ведут. И в 2014-2015 году, в 2016 году мы знаем, были случаи, когда в селах, в тех или иных районах к людям подъезжали домой и угрожали. Да, то есть если вы будете там высказываться, там, допустим, там, за Россию, или почему вы там участвовали в выборах там, в Госсовет или в выборах там, в Госдуму, эти случаи были. Но на сегодняшний день я вам скажу так, что если они имеют влияние, то это небольшая часть, это порядка 5-7%. Вот. Основная часть крымских татар, еще раз повторюсь, президентские выборы нам показали, как бы они ни кричали, ни анонсировали, ни раздували это все на международных площадках, и спекуляции там Петра Порошенко, что завтра будет крымско-татарская автономия и так далее, все это осталось в пустых словах, никаких подтверждений оно не находит. Кроме, знаете, сотрясания воздуха ничего не происходит. Еще раз повторюсь, 40% крымских татар приняли активное участие в главных событиях нашего государства. Это выборы президента. Это самый большой показатель, который мы недавно с вами в марте месяце увидели.